Надо признать, что результаты выборов далеко не отвечают ожиданиям гагаузского избирателя. Это откровенно можно говорить, да и депутатского корпуса по многим причинам. Но тем не менее, факт остается фактом, результаты известны. И известно, кто будет формировать правительство, кто будет определять, по каким правилам мы будем жить в ближайшие 4 года, а соответственно, как это будет и влиять на качество нашей жизни. Ожидание все-таки позитивное. Как бы не звучало диссонансом то, что я вначале сказал, потому что мы полагаем, что вот эта ситуация, она позволяет надеяться на перезагрузку отношений между Кишиневым и Камратом, ну и самое главное, наверное, между властями, а власти уже, понятно, будут сохранены в том смысле, что ПАС единолично будет формировать правительство, они уже об этом говорили, заявляли. Вероятность того, что будет сформирована какая-то коалиция, она близка к нулю. В той ситуации, в которой они набрали более 50% депутатского корпуса. То есть, почему все-таки есть определенный позитив? Потому что будет перезагрузка и внутри этой партии. Это уже видно, что на передний план могут быть представлены из числа лиц, принимающих решения, это более профессионально подготовленные, потому как ПАС критиковали прежде всего за отсутствие компетенции по многим вопросам, из-за провала реформы в секторе юстиции, это некомпетентно проводилось, ну и ряд других моментов. Сейчас мои личные наблюдения, вот пока в эти дни, что я вижу, что вот есть какие-то позитивные нотки. Но это в конечном итоге позволяет, что и отношения между Камратом и Кишиневым изменятся. Они будут носить более конструктивный характер, потому что на нас до сих пор смотрели через призму Шора. В каждом жителе Гагаузии видели Шора, и все, что мы делали, значит, это представлялось как нечто такое деструктивное, нарушающее или посягающее на государственную чуть ли не устои, целостность, и, соответственно, и реакция была центра в отношении Гагаузии. Все негативное, даже во многих случаях они носили и превентивный характер.